Ну, кому еще так посчастливится? Нет, не получить высокое звание от республиканского руководства, а встретиться со своими одноклассниками спустя невероятно 50 лет после выпускного бала. Потому у Анатолия Петровича и настроение отличное, что не так давно он съездил на свою родину, в Винницкую область, повидал старых друзей и, конечно, подруг. Вообще женская тема для нашего героя особая и вдохновляющая не только на производственные, но и литературные подвиги. В 1979 году на повороте здесь стояла пилорама, которая, значит, не только пилили лес, но, значит, там еще рубили арматуру, значит. Работали там девчата, значит, которые, значит, мороз под 50, они рубят арматуру, значит, и кто, значит, рубит, значит, специальность у них какая была, щеки красные у них, значит, от мороза, вот, и родились такие стихи. Тогда не было ни фотоаппарата, ни кино, чтобы снять, как люди работали, вот, но стихи вот немножко есть, это, как это, значит, румянец такие. Стояли морозы за 50, а мы комсомольцами были. Приехали строить якутский Донбасс и ГРЭС для тепла возводили. Любую работу все делать могли. Бетон принимали с утра, и не было неженок в дел на пути, рубить арматуру могла медсестра. Зима здесь без ветра, своя красота, и сосны в снегу все сверкали. Поселок, который мы здесь возвели, Серебряным Бором назвали. А лютый мороз не совсем нас сердил. Смеялись женщины наши. Зима вызывала в ударном труде румянец на щечках Наташи. По образованию Анатолий Петрович должен заниматься ремонтом аппаратуры релейной защиты и автоматики. На Нерюнгринской станции он трудится электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств. Мы же его застали за ремонтом несколько иной аппаратуры. И убедились, что он умеет не только ремонтировать баян, но и использовать его по его прямому назначению. Еще одно несостоявшееся увлечение – сельскохозяйственные опыты на суровой южно-якутской земле. В непреодолимом противостоянии супруги и дачи победила первая, причем с существенным преимуществом – 2 маленькими детьми. Так что теперь остается только вспоминать о том, как появились в строящемся поселке энергетиков редкие сорта картофеля. Значит, я приехал в Серебряный Бор, значит, в марте месяце. 20 марта я уже вышел на работу. Значит, из Ангарска приехал. В Ангарске я отработал 20 лет. Значит, там у меня дача была, и, значит, на даче было 5 сортов картошки. Вот. Я, уезжая сюда, значит, взял 2 сорта, значит, картошки. Одна белая такая, немецкая, сорт Берлихенген. Вот. И вторая румынская, румяная была, значит, ну, почему-то румынкой называли ее. Вот. Я раскопал, значит, здесь, немножко за Гресом дальше, земли, набрал это, значит, и посадил их. Ну, из 2 выросло по 4 штуки, там и там по 2 штуки, значит, это. Но дело в том, что хранить-то негде было, значит, здесь жарко было в общежитии, и дальше я не смог их сохранить, высохли они. Картошка, таких 2 сорта, значит. Ну, а приехал все надолго. Поэтому, значит, и картошку вез с собой.